Вот уже прошло более 6 месяцев с тех пор, как семья Цугурян осталась практически без кровли. В семье 5 человек, в том числе 2 пожилых и 2-летний ребенок. Для того, чтобы как-то спастись от холода и сырости, они топят печь, да и та совсем не греет. Только печка и один постель имеет муж. И все. Как вы до этого дня справлялись вот в таких условиях? Как? Один комнат только имеем, и постель немножко имеем, и все. Вспоминают ту злополучную ночь, когда ураган снес крышу их дома, члены семьи не могут сдержать слез. Для них это стало настоящей трагедией. Ведь в доме, где более 5 комнат, в плохую погоду нет места, в котором можно было бы укрыться от дождя. Даже мы не подумали, что вот так вот крышу снесет. Потом началась течь, мы испугались, везде была вода. Ну, потом потихоньку тоже и здесь упали, все сгнило. Там только не капает и все, вот так вот. Укрываемся, ребенок уже месяц болеет. И не то, что месяц, каждый месяц почти болеет ребенок. Да и мы тоже болеем. Гости в этом доме бывают очень редко, особенно зимой, когда температура на улице и в доме практически одинаковая. Родственники семьи хоть как-то стараются помочь родным, но этой помощи недостаточно даже для того, чтобы создать нормальные условия внутри дома. Мы с семьей пришли, просто в гости пришли, поднялись, а здесь у них вот так вода, этого нету, сверху капает, снизу капает, все мокро. Вода, как вытирали, вода ведрами, тряпками, вот так вот, сами видели, постель нету, ничего нету. Мне очень было больно и тяжело, когда первый раз я подошла и увидела это все. Как говорится, у меня тоже свои, есть там нерешенные вопросы. Я уже на это глаза закрыла, думаю, помочь надо этим людям, Вот эта вот ситуация очень трудная. Если кто-то не понимает, это надо, наверное, жить и прожить, чуть-чуть вот это прочувствовать. И потом уже все будет ясно. Вот в таких нечеловеческих условиях живет сегодня семья Цугурян. Крыши нет, окна и двери продувают. А что уж говорить о тепле, если в доме всего одна печка. Депутат парламента Левон Галустян заверил членов семьи, что в скором времени им будет оказана помощь со стороны государства. Мы сами стали очевидцами и свидетелями того, что люди вынуждены который месяц жить в нечеловеческих условиях, очень сложные, трудные условия проживания. Соответствующие решения приняты, и мы уверены, что в самое ближайшее время государство приступит к соответствующим выплатам. Чем скорее это будет сделано, тем лучше. На сегодняшний день в Абхазии более 100 семей, дома которых пострадали от урагана. И хочется верить, что скоро всем им будет оказана соответствующая помощь от государства. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.